Мы хотим выездной Гиппократ делать в Казани, медицинский институт, поскольку у нас сейчас получается, что много мы с Казанью ездим. И в каких-то городах больших, где есть медицинские институты, мы хотим тоже вот такой, чтобы медики татары, медики, у нас, вот поэтому сегодня у нас еще ребята подойдут, у нас. Дорога открыта, и ординатура, и аспирантура, и докторантура, да. Все, что хотите. Ну и понятно, если татар малярки зеленый цвет. Ну что, еще раз говорю, Миниханов уже все сообразил, все понял. Сейчас прямо целыми эшелонами к нам и врачи идут, прямо эшелонами врачи. Человек по 5, по 6. Сейчас все больницы через нас прогоняют. Не просто. Что ты на стыке наук сделал? Пожелание штабу. Ну, больше агитировать талантливой молодежи в нейрохирургию. Я вот так хочу, потому что мне нужна талантливая молодежь, с которой мы будем делать лидеров мировой нейрохирургии. С огромной люстрой упал плафон и вдребезги разбился, но он упал на мягкий ковер. Почему он вдребезги разбился? Это энергетика моего состояния. Вот я так была потрясена масштабами личности, я была потрясена его докладом, его уникальными методиками, технологиями. И вот Хадаем я просто хочу во всеуслышание вот это до всех довести, понимаете? Ну при жизни человеку надо вот это все высказать. Вот. Это особенно, что там говорить для нас татар, это настолько не характерно. Поэтому бәркәйләр, хөрмәтлек, бер-беребезне бигрәк тә инде менә шундый уникальный кешеләрне Ходаем исән сау була күрегез. Я являюсь репетитором английского языка, но тем не менее сегодня в этот день я с удовольствием, с радостью пришел в штаб. Почему? Потому что мне импонирует, что штаб сумел пригласить такого человека, как Альберт, в этой сфере. Я очень вообще рад штабу и благодарен, что штаб умеет собирать. Такое ощущение, что чуть ли не по всему миру таких людей, как он. Хотя приглашение, конечно, было в штабе татар, для медиков, в первую очередь, для студентов. Но, положа руку на сердце, пришел я сюда, с одной стороны, с прагматических целей. У меня у самого, у мамы большая травма позвоночника и так далее. Хотел что-то услышать, проконсультироваться. Вот. Но признаюсь, что тем не менее в штабе настолько царит такая действительно хорошая доброжелательная атмосфера, поэтому я не пожалел о том, что даже не успев прийти, как бы у нас уже началось очень интересное общение, все было очень здорово, все было замечательно. Первый раз я сюда попала 2 сентября 2019 года. И настолько почувствовала атмосферу, такая теплая, уютная, душевная атмосфера в этом штабе татар. Тут действительно тепло, уютно. Все друг другу знакомятся, делятся какими-то впечатлениями, разговаривают на татарском языке, что в Москве это очень интересно слышать. И хочется побольше, чтобы было нас, таких единомышленников здесь. Пожелать процветания, чтобы мы всегда были вместе, чтобы друг другу помогали.